В эфире очередная передача из цикла «Негромкая дата». Мы продолжаем наш рассказ о январских событиях. 23 января 1889 года в селе Турья на Выми родился Петерим Сорокин. Сам Петерим Сорокин писал, что родился 21 января, но в метрической книге Воскресенской Турьинской церкви запись его рождения датирована 2 днями позже. Доверимся и мы официальному документу того времени. В Коми-крае прошли 15 первых лет жизни Петерима Сорокина. Здесь, в селе Гам, недалеко от Жешерта, родного села матери Пелагеи Васильевны, он закончил школу. Впоследствии Петерим Сорокин еще несколько раз приезжал в родные края. Описанию быта и культуры Коми он посвятил несколько своих ранних научных работ. Пройдут годы. Петерим Сорокин станет известным ученым, видным политиком, был секретарем премьера Временного правительства Керенского, депутатом учительного собрания. В 1922 году он навсегда покинет Россию. Его насильно выселяют вместе с многими учеными, составлявшими гордость российской науки. С 1923 года Петерим Сорокин жил в США, где стал профессором Гарвардского университета, ученым с мировым именем, одним из основателей современной социологии. Но он всегда с теплотой вспоминал свою малую родину, Коми-край, и Россию, где его имя было предано забвению. На склоне жизни в автобиографической книге «Долгий путь», опубликованной на русском языке только в 1991 году у нас в Сыктывкаре, он писал: «Я рад, что прожил детство в этой девственной стране. Даже сейчас, если бы я мог выбирать, я не променял бы ее на самую цивилизованную среду обитания, в самом лучшем жилом районе самого прекрасного города в мире. Я счастлив, что имел возможность жить и расти в этой природной стихии, до того, как ее разрушили индустриализация и урбанизация». 24 января 1942 года началось восстание заключенных лагпункта Лесарейт в Воркутлага, находившегося около районного центра села Усть-Уса. Это было первое в СССР восстание в сталинских лагерях. Скорее всего, причиной восстания послужили слухи о готовящихся в лагерях расстрелах осужденных по политическим статьям и рецидивистов. Восстание тщательно готовилось. Возглавлял его вольнонаемный начальник лагпункта Марк Ретюнин, в прошлом заключенный. Скорее всего, целью восставших было прорваться к железной дороге и поднять восстание в других лагерях. Возможно, они хотели прорваться на фронт. Восставшие, их было около 100 человек, обезоружили охрану и попытались захватить Усть-Усу, но потерпели неудачу и ушли на Усть-Лыжу. Против восставших были брошены значительные силы, поскольку слух о восстании дошел до самого Берии. Восстание было разгромлено, отдельные группы восставших скрывались в лесах до начала марта, но в конце концов были ликвидированы. Около 40 участников восстания попали в руки НКВД. Необъявленная война на Печоре унесла 81 жизнь. Еще 50 человек были расстреляны по делу о восстании, а часть из них вообще не принимала в нем участия. Погибших при подавлении восстания милиционеров и охранников похоронили в Усть-Усе, Усть-Лыже и Кожеве. Где похоронили повстанцев, неизвестно, не осталось следов. Можно по-разному оценивать эти события, но я приведу мнение бывшего заключенного сталинских лагерей, известного философа и писателя Дмитрия Панина. Я называю их героями, ибо они доказали, что человек не может быть превращен в скотину, с которой расправляются как хотят. Нельзя уничтожать безоружных людей. Нужно давать отпор людоедам и создать международное объединение против носителей зла, находящихся в состоянии преступной активности. – 24 января по старому стилю 1809 года родился Павел Иванович Крузенштерн. В нашей истории больше известен его отец Иван Федорович Крузенштерн, начальник первой русской кругосветной экспедиции, совершенной на шлюпах «Надежда» и «Нева»
вторым шлюпом командовал Юрий Лисянский в 803-806 годах. Павел пошел по стопам отца. После учебы в Царско-сельском лицее он поступил на службу в российский военно-морской флот. В 1826-1829 годах участвовал в кругосветном плавании на бриге «Синявин», которым командовал знаменитый капитан Федор Петрович Литке. В отставку Павел Крузенштерн вышел в 1869 году в чине вице-адмирала. Но нас интересует сухопутная деятельность морского офицера и ученого Павла Крузенштерна, связанная с Коми-краем. В 1843 году для изучения Печорского края была направлена экспедиция, организованная корпусом горных инженеров. Возглавляли экспедицию геолог Александр Андреевич Кейзерлинг и Павел Иванович Крузенштерн, исполнявший обязанности картографа. Проводником у них был уроженец Коми-края Филипп Якимович Попов. Экспедиция обследовала Печору и ее притоки Щугар, Илыч, Ижму и другие. Бывала на Урале и в Малоземельской тундре. Это была одна из первых научных экспедиций по изучению Коми-края, и притом давшая отличный результат. В 1846 году Кейзерлинг и Крузенштерн в Петербурге издали книгу «Научные наблюдения во время путешествия в Печорский край» на немецком языке, за которую были удостоены Демидовской премии. Первое знакомство с Печорским краем оказало глубокое впечатление на Павла Крузенштерна. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил его изучению и освоению. Павел Крузенштерн еще 8 раз приезжал в Коми. Проводил картографические, гидрографические и астрономические наблюдения. В 1849 году он на свои средства построил шхуну «Ермак» для полярных исследований. Совместно с известным промышленником Василием Лапкиным и Михаилом Сидоровым организовал промышленную заготовку и вывозку в Архангельск и за границу Печорской лиственницы. Ученый-мореплаватель скончался в 1881 году и похоронен в Эстонии, в своем родовом имении. 25 января 1780 года по старому стилю на карте Российской империи появился новый город Усть-Сысольск, уже в 20 веке переименованный в Сыктывкар. Своим преобразованием в город, известный с XVI века погост на устье Сысолой реки, обязан административной реформе Екатерины Великой, начатой в 1775 году. Страна была по-новому поделена на губернии и уезды. Усть-Сысольск и был выбран в качестве центра одного из новых уездов. А поскольку уездным центром полагалось быть городами, 25 января 1780 года и появился именной указ Ея Императорского Величества, данный Сенату, об учреждении Вологодской губернии и переименовании некоторых селений городами, согласно которому Усть-Сысольск и получил статус города. Вместе с ним городами стали еще около десятка северных поселений. Открытие Усть-Сысольского уезда и нового города Усть-Сысольска состоялось 10 сентября 1780 года. После молебна в теперь уже городском Троицком соборе, где представителем Вологодского генерал-губернатора Жеребцовым и был зачитан указ об образовании города и уезда, в доме самых богатых усть-сысольских купцов Сухановых состоялся праздничный обед для именитых горожан. Официальные торжества завершились пальбой из маленьких мортир, установленных на Соборной площади. На момент образования в Усть-Сысольске насчитывалось немногим более 1700 жителей. Весь город помещался на территории современного Кировского парка. И еще несколько слов о знаменательных датах, приходящихся на эти дни. 20 января 1921 года в Усть-Сысольске на базе педагогических курсов был открыт Коми-институт народного образования. Занятия в нем начались 29 января. Решение о его открытии было принято на Первом Северодвинском губернском съезде по просвещению зырян, проходившем в сентябре 2020 года.
Этот институт был первой попыткой создать высшее учебное заведение в Коми-крае. Председателем правления его был молодой ученый Алексей Семенович Сидоров, впоследствии ставший доктором филологических наук, крупным ученым-лингвистом. В институте было 3 отделения – внешкольное, подготовки учителей школ первой ступени и второй ступени. Работали рабфак и научно-исследовательский подотдел. Однако из-за нехватки квалифицированных преподавателей и слабости материальной базы институт просуществовал недолго. Уже в апреле 22 года он был объединен с педагогическим техникумом и преобразован в практический институт народного образования, а в 23 году реорганизован в Центральный педтехникум повышенного типа. 20 января 1936 года началось регулярные авиарейсы по маршруту Сыктывкар-Котлас-Архангельск. Это был первый постоянно действующий авиамаршрут, связавший столицу области с другими городами. 22 января 1966 года Коми СССР была награждена орденом Ленина. Это был первый из 3 орденов, которыми была награждена республика. За ним последовали ордена Октябрьской революции, 1971 год, и Дружбы народов, 1972 год. 22 января 1926 года родился Лев Николаевич Смоленцев, известный писатель, автор документальных художественных книг «Печорские дали», расширенный вариант роман «Родные гнездовья», «Вьюга», «Последний скит», «Голгофа России», «Чаша спасения». 23 января 1909 года в селе Усть-Ухта родился известный коми-писатель Яков Митрофанович Рочев. Печататься он начал еще в 1929 году в журнале «Орден», но известность ему принесла трилогия о жизни Ижемского края в первые десятилетия XX века. «Кык друг, 2 друга», 1951 год, «Изьва Гыжья», «Ижма волнуется», 1956 год, и «Му вежам», «Светопреставление», 1967 год, за который он был удостоен Государственной премии Коми СССР имени Куратова. 24 января 1884 года родилась первая коми-детская писательница Агния Андреевна Суханова, выпускница Усть-Усольской женской прогимназии. Она в 1900 году стала сельской учительницей. Благородным делом ее жизни стало просвещение коми-детей на родном языке. Она начинала с перевода на коми-язык пьес Гоголя и Островского, а затем и сама начала писать пьесы для детей на коми-языке. В 1919 году переехала в Усть-Усольск, работала в коми-книжном издательстве. В 1923 году была издана подготовленная ею хрестоматия для коми-детей «Быльтуют» по новому пути. Агния Суханова была одним из учредителей общества изучения коми-края. Ей довелось прожить недолгую жизнь. В 1925 году писательницей не стала. Однако семейная литературная линия продолжилась во внуке Агнии Андреевне Сухановой, известном петербургском поэте, лауреате Государственной премии России Глебе Горбовском, посвятившем бабушке стихотворение «Зыряне». Издревле мы, изране, древляне, ведуны, дремучие зыряне, на воду шептуны, голубоглазый воздух над нашей головой, из меда мы, из воска, из ягоды живой. С кислинкой, с грустинкой, с куделью бороды, с прозрачной паутинкой, летящей вдаль мечты. Из нежити, из драни, из стыни и огня, зыряне, северяне, зеленая родня.